Добрый день, уважаемые родители. Мы рады вас приветствовать на нашем консультационном часе по теме «Детские истерики. Как с ними бороться», организованного в рамках работы Республиканского консультационного центра. И сегодня на ваши вопросы ответит Наумова Александра Сергеевна, психолог Центра социальной помощи семье и детям города Сыктывкара. Начнет Александра Сергеевна с уже поступивших вопросов отвечать, а потом уже, если у вас появятся еще вопросы, пожалуйста, пишите свои вопросы в чате. Александра Сергеевна обязательно ответит в процессе своего выступления. Итак, мы начинаем. Александра Сергеевна, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Марина Владимировна. Начну я немножечко с теории и техники, да, а потом уже с поступивших вопросов и после вопросы, которые будут в чате. Давайте вообще истерики. Я думаю, что каждый родитель сталкивался с истериками ребенка. И для того, чтобы бороться с истериками, предотвратить и снизить количество, необходимо в первую очередь два момента, о которых я упоминала на предыдущем вебинаре. Немножко повторюсь, основные постулаты предыдущего, чтобы справиться с истериками, необходимо. Для ребенка важно быть насыщенным родительским вниманием, то есть ребенку должно хватать внимания родителя. Как это сделать? Достаточно родителю ежедневно 15-20 минут в день уделять внимание только ребенку. Отключить все гаджеты, убрать телевизор и быть с ребенком. В это время можно просто присутствовать во время его игры, рисования или какого-либо действия, включаясь, там, комментируя его действия. Либо, если ребенок желает, поиграть в его игру, так как возраст, да, говорю я о возрасте, чаще истерики-то встречаются как раз дошкольный возраст. В этом возрасте ведущая деятельность ребенка – это игровая. И поэтому важно участвовать в игре ребенка по его правилам. Вот эти 15-20 минут пусть это будут его правила, игра. Второй момент, который важно, чтобы справиться с истериками – похвала. Ребенка нужно хвалить. Перехвалить ребенка невозможно. Чтобы похвала была эффективной, необходимо соблюдать, скажем, принципы. Во-первых, хвалить надо сразу же. Ребенок убрал со стола кружку. Маша, ты такая молодец, ты сама убрала со стола кружку сразу, как там, попила чай. Похвала должна быть конкретной. Не просто «Маша, ты молодец», а, как я уже сказала, «Маша, ты молодец, умница, ты убрала сразу за собой чашку после того, как попила чай». Похвала должна быть искренняя, и в этот момент желательно смотреть в глаза ребенку. Вот давайте для сравнения пример. «Маша, ты молодец» или «Маша, ты такая молодец». Есть разница, поэтому взгляд в глаза, искренне, с пожеланиями, можно усиливать похвалу поцелуем, объятием, поглаживанием. Не надо ждать идеального поведения ребенка, не надо ждать, когда он идеально заправит постель. Для того, чтобы добиться, там, скажем, идеального поведения, вот этого идеального заправления постели, важно хвалить за шаги. То есть сегодня ребенок замечательно там, застелил простынь, и у него там есть недостатки, у него где-то что-то неровно, но он отлично застелил простынь, похвалите его. Либо ребенок без напоминания начал убирать за собой, застилать за собой постель после сна. Похвалите его за то, что он без напоминания самостоятельно начал убирать, застилать постель. Важно, похвала усиливается, когда ребенка хвалят при других значимых взрослых. Например, Машу похвалили, что она убрала кружку сразу после того, как попила чай. Приходит
другой родитель с работы. Похвалите ему Машу так, чтобы Маша слышала. Например, там, милый, ты представляешь, сегодня Маша где-то рядышком в комнате, сегодня Маша сама без напоминания убрала за собой кружку со стола. Такая умница. Во-первых, вы напоминаете о ребенку, да, то есть вы усиливаете еще то действие, обращаете внимание и ребенка на то качество, которое вы желаете воспитать в ребенке, на то поведение, которое вы хотите видеть чаще у ребенка. Это вот основные моменты по эффективной похвале. То есть для того, чтобы справляться, снизить истерики, снизить интенсивность истерик, необходимо, чтобы ребенку хватало внимания, и хвалить ребенка, чтобы он чувствовал, что он, во-первых, это то же самое внимание, во-вторых, ребенок понимает, что хочет от него родитель, да, и что получает положительное внимание родителя. Давайте перейдем сейчас к истерикам. Для того, чтобы справляться с истериками, важно помнить основной принцип, о котором тоже уже я немножко затронула речь. Это принцип внимания. То есть мы уделяем внимание положительному поведению ребенка или тому поведению, которое хотим видеть в ребенке чаще. Самостоятельность, да, чтобы убирал игрушки, чистил зубы, самостоятельно, без напоминания или с напоминанием. После прогулки сразу же снимал одежду и убирал ее на место. И игнорируем то поведение, которое не хотим видеть, да, скажем, назовем его негативное поведение. Это могут быть капризы, это могут быть истерики, это могут быть возражения, это могут быть кривляния. Вот. То есть принцип внимания. Внимание положительному, игнорирование негативному поведению. И основной метод справления с истериками – это игнорирование. Как игнорировать, чтобы это было эффективно и правильно? Если мы, например, уделяем внимание ребенку, положительному поведению ребенка, то мы говорим, выражаем, смотрим при обнимании. При игнорировании это все отсутствует. То есть мы не смотрим в этот момент на ребенка. То есть как только ребенок начинает, раз мы говорим об истериках, истерить, то в этот момент мы не смотрим от ребенка. Можем немножко перевести взгляд, да, демонстративно отворачиваться не надо, но там в процессе какой-то выполнения своей деятельности, домашней работы, да, вы можете там разворачиваться, поворачиваться. Не прикасаемся к ребенку, даже если был до истерики с ним тесный контакт, то есть мы полностью отпускаем ребенка, не трогаем. Нейтральное выражение лица. Здесь важно именно нейтральное выражение лица. Почему? Потому что если вы будете в этот момент улыбаться или сердиться, ребенок почувствует вашу эмоциональную отдачу. То есть вы эмоционально откликаетесь на его поведение. Здесь же не должно быть этого. Должно быть нейтральное именно, что вы не замечаете, якобы не замечаете это поведение ребенка. Второй момент. То есть мы не смотрим, не разговариваем, не трогаем. Второй момент. Не уходите от ребенка далеко. То есть вы можете быть рядом в соседней комнате, вы можете быть в этой же комнате, да, на каком-то расстоянии. Для чего? Важно вам поймать момент, когда ребенок перестанет, успокоиться от своей истерики, когда истерика его закончится. Вот этот момент вам важно поймать, поэтому уходить там в ванну, на кухню мыть посуду, если ребенок остался в комнате, нежелательно, да, и будет неправильным, то есть тогда метод не сработает. Пока ребенок истерит, в этот момент для того, чтобы остаться спокойной, да, и для того, чтобы, может быть,
с пользой провести время, потому что истерика может занимать от минуты и до 10-15 минут. Займитесь каким-нибудь делом. Все что угодно. Если вы выполняли домашнюю работу, продолжайте выполнять домашнюю работу. Если не выполняли, то это может быть там, планирование следующего дня или важного мероприятия. Это может быть чтение газеты. Под рукой газета лежала, интересно, новости посмотреть. Время появилось, новости посмотреть. Ничего под рукой нет, значит, вспомните приятный стих. Можете вспомнить что-нибудь приятное для того, чтобы... Вопрос увидела чуть попозже. Если начинается тремор во время, правильно, Наталья, если начинается тремор во время истерики у ребенка, пока отвечаете, я продолжу. В этот момент займите свои мысли отвлечением, потому что во время истерики, особенно если они достаточно частые, да, Наталья увидела чуть попозже, отвечу. Если истерики довольно частые, то эмоциональное состояние родителя может ухудшаться и из нейтрального или положительного переходить в негативное. Вам важно сохранить эмоциональное равновесие и спокойствие. Поэтому мысли свои займите. Затем, как только ребенок успокоится, важно вернуть ребенку внимание. И внимание положительное ваше. Это могут быть слова, высказывания, прикосновения. По ситуации мы пример разберем. И после этого переключить внимание ребенка. Например, о, Миша, я тут такую интересную игру вспомнила. Пойдем вместе посмотрим, поиграем. И в течение ближайшего времени похвалить ребенка за какое-нибудь положительное действие. Важно после такого поведения, после истерик, не возвращаться к прошлому. То есть вот у тебя там через какое-то время ребенок успокоился, вы решили, чтобы он подумал. Не делайте этого. Не возвращайтесь к плохому. Вот у тебя была истерика, ты вел себя плохо, мне было неприятно. Да, это может иметь место быть, но это можно сделать в другой ситуации. Сейчас проговорю. Не возвращайтесь к плохому, прошло и прошло. В следующий раз возникнет истерика, будете применять метод игнорирования и все. И по накатанной. Как ребенка, вопросы возникают, да, у родителей, как все-таки ребенку дать понять, что он ведет себя, там, расстраивает такими действиями родителя или еще что-то, что, например, некрасиво может быть это. Разные мнения у родителей бывают. Все это можно проиграть в игровой ситуации, когда там две куколки, одна играет роль мамы, другая играет роль девочки, и вот там девочка устроила истерику на пустом месте, покапризничала еще что-то, и мама там рассказывает, там последствия действий проигрывать. Это может быть в мультиках, при просмотре мультиков и потом обсуждение мультиков, да, как ты думаешь, что чувствовала мама? Мама, наверное, была расстроена. Почему мама была расстроена? Тем-то и тем-то и тем-то. То есть вот таким образом ребенку прививаем в том числе нормы поведения. Плюсы игнорирования. При игнорировании, во-первых, вы остаетесь спокойными. То есть применяя этот метод, обучившись этому методу и применяя, вы остаетесь спокойными. Во-вторых, ребенок понимает, что его капризы и истерики не приводят к желаемому результату. Не приносит желаемого результата, и ребенок таким образом начинает себя вести по-другому. Потому что истерика – это в том числе попытка добиться того, чего хочет ребенок. Третий момент, что тоже важно, ребенок научается самоконтролю. Каким образом? Ребенок видит, что на эмоциональные негативные всплески родитель реагирует спокойно. То есть ребенок перенимает такой тип поведения, что можно на эмоции, да, и на крики отвечать не криком, а оставаться спокойным, сохранять спокойствие. И таким образом ребенок перенимает и имеет модель поведения в конфликтной ситуации. А это конфликтная ситуация.
Еще немножко проговорю по тому, когда применять, да, и что важно запомнить, когда применять метод игнорирования. Во-первых, когда вы эмоционально спокойны. Во-вторых, начните применять этот метод дома. Бывают истерики, у детей возникают и в магазинах, кроме, да, того, что дома, еще где-то. Вот. Не пытайтесь на улице, потому что на улице бывает сложнее применять это. Много людей могут подходить, смотреть, что очень неудобно, и еще дополнительно нервирует вас. Важно помнить, вот, наверное, касаемо тремора. Наталья задала вопрос, да, если во время истерики начинается тремор у ребенка, нельзя игнорировать поведение, которое может причинить вред здоровью ребенка или других окружающих детей. То есть, когда у ребенка тремор, у него идут еще и физиологические яркие процессы. То есть здесь этот метод применять нежелательно. Наталья, потом еще по поводу тремора уточню у вас поконкретнее, вернемся. И нельзя метод игнорирования применять, если ребенок наносит вред материальным вещам, то есть он может ломать, да, или стучать по телевизору, кидать какие-то бьющиеся предметы. То есть такое поведение тоже игнорировать нельзя. При таком поведении ребенка нужно обнять, утащить, держать, убрать, вот, например, от того, что он там пытается стукнуть, бросить или там, ну, стукнуть стол, стукнуть себя. Бывает, что дети во время истерики могут биться головой. То есть вот здесь нужно его оттащить, обнять, подержать и держать. Здесь другие методы будут действовать. Формирование, скажем так, позитивного поведения. Тоже к ним вернемся, когда вернемся к тремору. Еще важно помнить, сказала, да, в какое поведение нельзя игнорировать. Игнорировать, метод игнорирования можно использовать не только во время истерик, можно использовать, когда ребенок капризничает, когда ребенок возражает на отказы родителя, начинает возражать на отказы родителя, или когда гримасничает, и протестует против выполнения какого-либо требования. Однако есть дети, которые довольно часто в течение дня и капризничают, и протестуют, и истерики могут быть там даже и 2 раза в день. Каждый раз игнорировать, то есть каждый тип поведения игнорировать нельзя. В этом случае рекомендую выбрать один тип поведения. То есть ребенок и капризничает, и протестует, и возражает, и истерики в течение дня у него есть. Выберите один тип поведения. Ну, например, ребенок протестует или начинает там капризничать, когда он просит сладкое, а вы ему там сладкое раз в день даете или даете после того, как покушать, то есть после того, как он полноценно покушает. Вот выберите один тип поведения, и все его протесты, истерики вот этого поведения, да, вот этой реакция ребенка на отказ, и игнорируйте его, остальные нет. Почему? Потому что если получится игнорировать все типы поведения, во-первых, ребенок получит ощущение брошенности, и в течение дня тогда у него мало будет положительного внимания от родителя. Поэтому начните с одного типа поведения, и когда вот этот тип поведения и истерики по этому типу поведения, когда он начинает капризничать, что ему не дают конфеты, когда он попросит снизиться количество именно, тогда вы можете взять второй тип поведения и уже продолжать игнорировать, если встречаются там протесты и капризы, что дай мне конфету, ну мама, дай мне конфету, продолжать вот этот тип поведения, игнорировать и второй подключать. Как действует игнорирование? По сути, ребенок понимает, я уже проговорила, ребенок понимает, что
своим негативным поведением он не добивается желаемого. Самый важный момент. Если вы начали игнорировать, то обязательно доведите это до конца. Иначе, например, мама, хочу гулять. Мама говорит нет. Там, дочка, мама, ну, пожалуйста, ну, пойдем гулять. Мама говорит нет. Дочка начинает упрашивать, капризничать, начинает плакать, может быть, бросается на пол. Это проходит 10-15 минут, мама не выдерживает, говорит, ну, ладно, иди. Что понимает ребенок? Что если посильнее покапризничать, подольше поделать это, то добьешься желаемого результата. В итоге истерики станут чаще, непослушание, капризы станут чаще и могут быть более интенсивные и продолжительные. Поэтому, если вы начали игнорировать, то доведите его до конца. Еще раз давайте проговорю алгоритм. Давайте буду на вопросы отвечать и проговорю еще раз тогда по поводу алгоритма. Вот. По поводу тремора хотела сказать, вернуться к вопросу от Натальи. Если начинается тремор во время истерики у ребенка, такое поведение игнорировать нельзя. Здесь хочется, конечно, поконкретнее спросить. Я сейчас спрошу, если сможете ответить, ответьте, Наталья. Хватает ли ребенку внимания родителя, да, положительного, то есть он в течение дня получает именно только внимание родителя, 15-20 минут в течение дня, и не отвлекается родитель на какие-то дела. И хвалите ли ребенка? Это один момент. Второй момент. Истерики случаются довольно часто, или это истерики по конкретному типу поведения? И тремор свойственен только в истериках или еще что-то, и еще в каких-то ситуациях. И еще один вопрос, это состоите ли на учете у невролога. Поэтому, Наталья, если есть возможность, пожалуйста, ответьте, для того, чтобы я вам более конкретно дала рекомендации. На учете не состоит, ага. У невролога не состоит, то есть просто это физиологическая реакция на сильное эмоциональное возбуждение у ребенка. Истерики часто бывают, Наталья? Да, истерики часто бывают, да? Угу. Истерики бывают часто. Тогда у меня еще один вопрос, Наталья, это всегда ли вы даете ребенку желаемое? То есть ребенок добивается своими истериками того, что он хочет? Угу. Чаще добивается своими истериками. Да, вот я и говорю, в принципе, это вот тот механизм, когда ребенок понимает, что чем, может быть, я дольше покричу или чем я сильнее, да, возмущаюсь, то я могу добиться своего желаемого. Здесь еще как одна из превентивных методов постараться все-таки постараться не доводить до истерик, то есть метод игнорирования начинать не в истериках, а именно в протестах. Начните с таких минимальных, которые, думаю, вы знаете своего ребенка, которые, например, в идеале, не в идеале, а предположительно не дойдут до истерик. И установление правил, чтобы эти правила соблюдались. Там, к примеру, да, сладкое кушаем только после еды. И при этом важно, чтобы это правило было прописано и соблюдали все члены семьи. Да. Поэтому
То есть его можно вывесить на холодильник или на кухню, там рядом со столом, красочно украсить. То есть сладкое только после еды, не между перерывами, но старайтесь сами соблюдать. Или если истерики бывают в магазине, садитесь с ребенком и проговаривайте список покупок. Обговаривайте, что ничего, кроме этих покупок, не приобретается. И в процессе, то есть в процессе хождения перед магазином можете напомнить, что помнишь, мы с тобой список покупок, напоминаю, да, и если ребенок проделал все это, да, даже, может быть, он попросил, вы сказали, вы напомнили, мы с тобой договорились, у нас есть список покупок, ничего кроме этого. Все спокойно более-менее прошло, похвалите его, сильно-сильно похвалите. Можете приготовить его даже неожиданный сюрприз, поощрение. Это может быть, ты такой молодец, мы сегодня с тобой так замечательно сходили, то есть купили только все то, что по списку, и любимое его дело предложите. Дополнительно, например, можем сейчас с тобой сходить на качели, да, ребенок любит покачаться, или там, а давай-ка мы с тобой поиграем в твою любимую игру, или почитаем дополнительно сегодня сказку, то есть поощрение тоже должно быть близкое, поощрите это у ребенка. Если не получилось, там один раз попробовали, второй раз попробовали, не получилось. И дело не в том, что ребенок устал, там у него плохое настроение. Постарайтесь пока избежать, вот если особенно тремор возникает во время истерик, постарайтесь избежать походов в магазин с ребенком, чтобы снизить количество истерик. Постарайтесь ходить без него, а метод игнорирования применять дома и на поступках, которые не доходят, то есть до начала истерик. У детей младшего возраста это года 2-3, в 4 еще бывает работает, чтобы не довести ребенка до истерика, то есть вы чувствуете, что ребенок может сейчас начинать там капризничать и впасть в истерику. Действует хорошо метод переключения внимания. Не всегда, далеко не всегда, но как из методов он может подействовать, предотвратить истерику, переключить внимание ребенка на что-либо интересное ему. Наталья, пожалуйста, отпишитесь, я пока буду озвучивать следующие вопросы, которые уже поступали. Отпишитесь, пожалуйста, остались ли у вас еще вопросы по тому, что вы задавали, да, может быть, конкретизировать. Или я все-таки ответила хоть как-то на ваш вопрос. Поступил вопрос, ребенок падает на пол во время истерики, да, ничего не слышит, да, и не воспринимает, как поступать. Ну вот давайте же на примере вот этого вопроса и еще раз я повторю алгоритм. То есть все, ребенок в истерике, он ничего не слышит, он ничего не воспринимает, а если начинаешь к нему подходить, он еще больше начинает истерить. Вот здесь первым делом вспоминаем, убираем все внимание, не подходим, не смотрим, занимаемся своим делом, эмоционально нейтральное выражение лица, без улыбок, бывает иногда, иногда смешно бывает, это как способ не уйти в негативные эмоции родителю. Иногда бывает раздражение, постарайтесь сохранить спокойствие, то есть не смотрим, ребенок упал на пол, начал истерику, не смотрим, не трогаем ребенка, не разговариваем с ним, ждем. Занимаемся каким-нибудь своим делом, пытаемся себя успокоить, вспомнить что-нибудь приятное, вспомнить стих, который давно хотели вспомнить, попытаться, но не вслух, про себя. Ждем. Ловим момент, когда ребенок успокаивается. Да, когда он успокаивается более-менее, бывает так, что он даже уже и успокоился, уже переключился на какую-то деятельность, сразу же подходим, говорим, что Маша, любое, да, Маша, слушай, я тут кушать приготовила вкусно, или, слушай, я тут нашла интересную игру, или я хотела с тобой книжку почитать, пойдем почитаем книжку. Переключаем внимание ребенка и хвалим. Например, если идем с Машей читать книжку, почитали книжку, там одну страничку или в процессе, да, Маша, ты так
ты так сейчас здорово, внимательно слушаешь. Похвалили за первое положительное поведение и продолжаем дальше. Вот. Алгоритм повторили. Для того, чтобы типы поведения, которые игнорируете, истерики, снизились, снизилось количество и интенсивность, хватает недели-полторы, да, то есть вот это вот тот период, когда будет результат. Второй вопрос поступал. Ребенок не хочет идти в детский сад и каждое утро истерит. Как поступать? Вот это вот та ситуация, когда метод игнорирования не будет работать. Потому что, почему? Ну и смотрите, утром, да, ребенку нужно идти в садик, в детский садик. Ребенок может начать истерить либо уже дома, да, а время на сборы ограничено, либо перед детским садом или заходя в группу, и время тоже ограничено. То есть вполне может не хватать просто элементарно времени. В этой ситуации важно посмотреть и убрать те негативные факторы, которые могут влиять на нежелание ребенка идти в детский сад. Важно посмотреть, хватает ли ребенку внимания родителя, хватает ли ребенку похвалы родителя, каковы отношения ребенка с воспитателем, каковы отношения ребенка с другими детками или, может быть, там с конкретным ребенком. Бывает и такое, что ребенок с утра истерит, то есть убрать вот эти все факторы, постараться. Бывает такое, что ребенок все хорошо. Мама каждый день с папой играют с ребенком, похвала присутствует. Детский сад, он утром истерит ребенок, да, а вечером, не забрать, ему нравится в детском саду, и все хорошо. А вот утром он все равно истерит. Здесь будет работать другой метод. Это договоренность с ребенком, это система поощрений. С ребенком договариваются и выстраивают такую систему поощрений, когда думаю, с чего начать, чтобы не пропустить. То есть 5 дней в неделю, когда ребенку необходимо ходить в детский сад. Берем, скажем, вот представляете там режим, распорядок дня ребенка, например, или дневник ребенка в школу, да, 5-дневка. И вот у него вот эти клеточки, понедельник кто-то, вторник кто-то. Вот то же самое. Это можно сделать самим. Это можно распечатать на формате, на листочке, разлиновать. 5 дней в неделю. Вот понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Приобретаются наклейки. Для того, чтобы наклеивать эти наклейки за то поведение, это можно применять и в любом другом типе поведения. Берем на примере поход в детский сад без скандалов, без истерик, без капризов. То есть, когда ребенок спокойно идет в детский сад. Заходит, одевается и идет. Каждый раз, как только ребенок пойдет в детский сад спокойно, ребенку клеится наклейка. В зависимости от возраста могут быть промежуточные поощрения. Например, сегодня, понедельник, вторник, ребенок спокойно сходил в детский сад, ему поощрение, дополнительное время просмотра мультфильма, дополнительное чтение литературы, дополнительное время прогулки, то есть то, что любит ребенок. Да, подумайте, что это может быть. А если ребенок постарше, это может быть 5 дней, и по истечению 5 дней какое-то еще дополнительное поощрение. Зачастую детям младшего возраста нравится сам процесс наклеек, и им достаточно, 3-4 года им достаточно просто наклеек. Важно, чтобы наклейки нравились ребенку. Важно, когда ребенок будет их клеить сам. Вместо наклеек могут быть другие, самостоятельно вырезанные или жетоны нарисованные, но не нарисованные на самой бумажке все-таки.
либо нарисованы на самой бумажке, но важно, чтобы или наклейки, или бумажка, да, была у родителя. Это может быть блокнотик, потому что ведь важно сразу же поощрять ребенка, похвалить ребенка. То есть вы пришли в детский сад, ребенок спокойно идет в детский сад, похвалили ребенка, похвала никуда не отменяется, похвалили, такой молодец, ты очень стараешься, да, ты стараешься сохранять спокойствие. Блокнотик достали, вот тебе наклейка или вот ручка, в которой мы там, фломастер, которым мы рисуем солнышко или улыбочку, как договорились. Вот. И сразу же проставляйте блокнот к себе. То есть это должно храниться у родителя. Для того, чтобы ребенок у ребенка не было соблазна дорисовать, наклеить или что-то еще сделать. Но при этом ребенок может сам наклеить, при этом ребенок может сам нарисовать. Важно подготовиться к этому, то есть и подготовиться самому, и подготовить ребенка, проговорив с ним. То есть если вы решаете, что вы будете по такому методу справляться с ситуацией, когда ребенок устраивает истерики перед походом в детский сад, значит, вы готовите блокнотик или какую-нибудь картоночку, на которой это будет, да, на которую будут клеиться наклейки. Вы знаете, что ребенку нравятся такие-то наклейки, или ему нравятся такие-то герои, и вы купите наклейки с этими героями. Вот, вы это все приготовили с собой, наклейки, блокнотик, картоночку, посадили, проговорите перед тем, как посадить ребенка, для того, чтобы это было понятно. Посадили ребенка перед собой и говорите, например, Маша, каждый раз, когда ты идешь в детский сад, да, начинаются капризы. Да, иногда эти капризы доходят до истерики. Это расстраивает и тебя, и меня. Я хочу помочь тебе справиться с этим, чтобы ты спокойно шла в детский сад, да, чтобы все были довольны. И поэтому я предлагаю тебе вот такой способ. У меня есть блокнотик. Да, и есть вот такие наклейки. Вот по блокнотикам мы с тобой ходим в детский сад понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 5 дней в неделю. И вот такие наклейки. Каждый раз, как ты пойдешь в детский садик, спокойная, да, постараешься, без слез, без капризов, ты будешь клеить наклейку. То есть в понедельник ты пошла в детский сад, наклеила наклейку. Во вторник ты пошла в детский сад, спокойно, наклеили наклейку. Можно сразу проговорить, можно пока остановиться на этом, посмотрите на реакцию ребенка, заинтересует его наклейкой, он скажет: здорово, тогда остановитесь без дополнительных поощрений, то есть в процессе потом можете сделать. Здорово, проговорили. А если ребенок более-менее нейтрально, можете сразу проговорить: вот смотри, 2 наклейки мы с тобой наклеим, и будет поощрение, там, какое ты захочешь. Обычно детям можно предложить, они не требуют каких-то дорогостоящих предметов, они просят довольно простые, банальные вещи, может быть, там мультик посмотреть, может быть, конечно, и приобрести какую-то игрушку. Подумайте, для того, чтобы избежать приобретения лишней дополнительной игрушки, вы можете предложить сами поощрение, которое, предполагаете, порадует ребенка. После того, как вы проговорили вот эту систему, обязательно спросите: Маша, как ты поняла, за что ты будешь получать наклейку? Маша отвечает: за то, что я буду ходить в детский садик спокойно, без слез. Да, Маша, правильно. И сразу же проговорите: если будешь все-таки плакать, да, то в этот день ты наклейку не получишь. Но на следующий день у тебя обязательно будет возможность получить эту наклейку. Вот. И важно, чтобы эту систему применить сразу же. То есть, к примеру, подготовьтесь заранее, то есть вам нужно идти в понедельник в детский сад, ну или во вторник в детский сад. Встаньте утром пораньше, да, чтобы, если есть возможность, чтобы оба выспались, чтобы у вас было время проговорить это все, да, спокойно собраться в детский сад, чтобы это было близко и ребенку было интересно. Вот смотри, мы берем с собой этот блокнотик, идем в детский сад, в детском саду можно напомнить, достать блокнотик, напомнить, и у ребенка будет мотивация. Важно в первый раз создать ситуацию успеха у ребенка, чтобы он все-таки смог
чтобы у него была мотивация, чтобы он смог постараться сохранить спокойствие. Будьте готовы, что ребенок может просить, даже там выпрашивать наклейку. В этом случае просто повторяйте: мы с тобой договорились, у нас договор есть, ты получаешь, и напомните, ты получаешь наклейку, когда идешь в детский сад, без слез, спокойно. Да? Завтра у тебя обязательно будет возможность. Сегодня нет, завтра у тебя будет возможность получить наклейку. Ну, вот это способ, да, как можно в ситуации, когда ребенок не хочет идти в детский сад и истерит, потому что способ игнорирования вы можете для того, чтобы предотвращать истерики, да, и, ну, потому что способ игнорирования, когда игнорируешь мелкие капризы, там, протесты ребенка, то есть и истерики тогда, то есть это превентивный способ профилактики истерик. У меня на сегодня пока все. Вопросы, которые были, да, 2 вопроса я ответила, больше в чате вопросов. Пожалуйста, если у вас возникли еще вопросы, напишите в чате. Вопросов пока нет. Наталья, если вы здесь, вы мне так и не ответили, то есть у вас, я так понимаю, больше не осталось вопросов, да? Тогда, может быть, если еще сформулируются вопросы, пишите, пока пишите, а я хочу обратить ваше внимание, что вы можете записаться на консультацию в Республиканский консультационный центр. Несколько вариантов. На сайте заполнить форму заявки в разделе «Запись на консультацию», позвонить в консультационный центр по телефону у вас на экране, да, или на страничке в социальной контакте, которая тоже у вас на экране. Наталья, спасибо вам большое за вопросы, спасибо за то, что дали обратную связь мне. Я так понимаю, больше нет вопросов. Следующий вебинар у нас будет посвящен требованиям, как добиться от ребенка выполнения требований родителя. Поэтому присоединяйтесь, смотрите анонсы мероприятий Республиканского консультационного центра. Всем вам удачи в нелегком деле воспитания детей. Спасибо, до свидания.